Число заболевших коронавирусом в мире стремительно приближается к 17 миллионам. В России статистика заболевания держится на относительно стабильном уровне. 5475 новых случаев выявлено в стране за сутки. О санитарно-эпидемиологической обстановке говорили на большом онлайн-совещании Владимира Путина. В нем принял участие и глава региона Махмуд Алиев Калиматов, находясь с рабочей поездкой в Самарской области. Вопрос, который волнует всех – коронавирус. Готова ли наша система здравоохранения также успешно противостоять ему осенью и зимой, когда прибавятся еще и грипп и другие сезонные инфекции? Президент отметил, на данном этапе России удалось переломить ситуацию с COVID-19 во многом благодаря усилиям медиков. Некоторые регионы постепенно выходят из режима вынужденных ограничений. Начала восстанавливаться экономика, но успокаиваться рано, подчеркнул Владимир Путин. Смогли справиться с беспрецедентным вызовом отразить натиск этой эпидемии. В июне, в июле количество заражений коронавирусом в России постепенно сокращается. По оперативным данным, число новых выявленных случаев сейчас практически в 2 раза ниже, чем в период пиковых значений мая. Вместе с тем хочу сразу сказать, ситуация остается сложной. И, что называется, может качнуться в любую сторону. Вот именно поэтому, кстати говоря, мы с вами и собрались. И поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет. Впереди, как я уже говорил, осенне-зимний период. А это то время, когда во всем мире, в том числе и в России, с учетом ее природно-климатических особенностей, традиционно отмечается рост простудных заболеваний. Ситуация с распространением коронавируса также может обостриться. Важно заранее просчитать, учесть все эти риски, как в отдельности, так и их потенциальное сочетание. Подготовиться заблаговременно, чтобы даже в условиях повышенной нагрузки наши больницы и поликлиники работали стабильно, а граждане получали качественную медицинскую помощь, как экстренную, так и плановую. Причем, конечно же, в полном объеме, без каких-либо сбоев. И, конечно, необходимо сделать все, чтобы за счет профилактических, упреждающих мер постараться избежать повторного введения режима ограничений.